рамках расследуемого уголовного дела избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения. Алгачкы жолу электрондук билерик шектүүнүн колуна тагылды. Чечүү амалдары болсо бизге айрай бер. В Кыргызстане появилась новая мера пресечения в виде электронного наблюдения. Ее суть заключается в том, что подозреваемый не имеет права покидать зону нахождения, которую обозначили ему правоохранительные органы. Эта мера применяется к тем, кто совершил какое-либо мелкое преступление. Мне объяснили подробно, как работает эта система. Теперь я должен выполнять все требования для исправления. Думаю, это лучше, чем находиться за решеткой. Электронное наблюдение представляет собой современную систему мониторинга. Она обеспечивает контроль местонахождения обвиняемого с возможностью дистанционной идентификации. Подозреваемый не должен выключать электронный браслет. Если он нарушит требования закона и правила использования браслета, будут применены жесткие меры. В таком случае мы будем вынуждены арестовать его. Арест в настоящее время является наиболее часто используемым сдерживающим фактором. Теперь электронная слежка станет альтернативой ему. Применение браслета направлено на гуманизацию уголовного законодательства. Эта мера будет применяться к тем обвиняемым, кто совершил преступление ненасильственного характера или легкое преступление, а также гражданам, которые осуждены впервые. Одним из ключевых преимуществ электронного наблюдения является его эффективность в борьбе с семейным насилием. Система может ограничить радиус приближения обвиняемых к определенным лицам или территориям, обеспечивая дополнительную защиту пострадавших. Электронные браслеты надеваются на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении. В таком случае начнутся мероприятия по поиску подозреваемого. Электронное наблюдение обеспечит постоянное отслеживание перемещений человека 24 часа в сутки через мониторинговый центр Департамента пробации. В случае невыполнения условий данной меры пресечения, установленных следователем или судьей, органы пробации смогут быстро реагировать на нарушения. Стоит отметить, что данная мера не будет применяться к лицам, обвиняемым в особо тяжких преступлениях и тяжких преступлениях, связанных с применением насилия. Ахмыр Нурдинова, Автандил Бахытбеков, Асқар Маратов, ЛТР Бишкек.